Неделя из-за праздников была короткой, но достаточно продуктивной. Во-первых, лично проинспектировал ход газификации Заволжья. Здесь мы, правительство Чувашской республики, городская администрация и «Газпром» работаем совместно согласно утвержденного плана синхронизации инвестиционного процесса. Все работы ведутся согласно графику, даже чуть-чуть с опережением. Во-вторых, для того, чтобы ознакомиться с ходом весенне-полевых работ, посетил 6 муниципальных районов Чувашии. Здесь мы посмотрели, как ведутся сельскохозяйственные работы, насколько предприятия обеспечены семенами и удобрениями. Порадовало, что большинство предприятий в своей работе используют современные технологии и методы производства работ. Но мы обсудили также и проблемы. Это прежде всего вопросы использования земель сельскохозяйственного назначения, которые пока еще не в обороте. Это ход реализации программ поддержки сельхозтоваропроизводителей и возможные варианты их коррекции на следующие периоды. Ну и, конечно же, ряд других вопросов, которые волновали как глав администрации, так и субъекты хозяйственной деятельности в отрасли сельского хозяйства. Была продолжена работа по проекту «Чувашия. Сердце Волги». Здесь, по моему поручению, была проделана большая работа, и было заключено соглашение с Ростуризмом, в соответствии с которым Чувашия получит досрочно деньги на продолжение работ по благоустройству Чебоксарского залива. Тем самым мы получим раньше срока благоустроенный объект в центре Чебоксар, ну и, конечно же, из-за этого сэкономим бюджетные деньги. На следующей неделе планируем разрешить начать деятельность торговым центрам. Конечно же, с обеспечением всех мер безопасности как для самих работников, так и для посетителей. Дальнейшие решения по снятию ограничений будем принимать по мере изменения ситуации. Здесь очень важно, чтобы у нас не было взрывного роста количества заболевших. Сегодня подпишу указ, в соответствии с которым следующий, 2021 год, будет объявлен годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Мы сделаем все, чтобы сохранить память о трудовом подвиге чувашского народа в годы Великой Отечественной войны.